Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Кормозаготовка и вопросы сельского хозяйства в целом. Глава Якутии Сэн Николаев находится с рабочим визитом в Чорапчинском районе. Ребятишки остаются дома под присмотром бабушек. Детские сады в Якутске начнут работу только после снятия ограничений. И королевский балкон, светлые стены и стеклопакеты. В Мирном жители аварийных домов с нетерпением ждут новоселья. «46 случаев коронавируса зафиксировали в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина сегодня. Так, в Якутске 22 новых случая, в Нерюнгринском районе 5, в Мирницком районе 4 заболевших. В Татинском, Вилюйском, Верхневилюйском районах по 3 случая. По одному в Абыйском, Нюрбинском, Хангаласском, Устьялданском, Оленёкском, Намском районах. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы. Также Ольга Балапкина сообщила, что в Якутию прибыла вакцина от гриппа и ОРВИ и призвала якутян не создавать очереди во время получения прививки. Мы просим вас, и обращаются к вам все главные врачи всех практически поликлиник и города Якутска, и республики, не создавать очереди, всех пригласят. И, соответственно, мы утвердили соответствующий приказ Министерства здравоохранения республики, по которому вакцину в конце месяца можно будет получить и на дому. Но мы считаем, что такая возможность, она предоставит нам ситуацию, при которой мы сможем достаточно четко улучшить и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, потому что все-таки при хождении по больницам есть достаточно большой риск, в том числе как распространения коронавирусной инфекции, так и гриппа. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 3 районов Якутии. Это Мирнинский, Тампонский и Устьялданский улусы. По данным пресс-службы МЧС России по региону, за минувшие сутки площадь природных пожаров увеличилась почти на 85 гектаров. Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов от огня выполнены. А всего на территории республики действует 42 лесных пожара. За сутки возникло 13 возгораний и 4 было ликвидировано. Сегодня Сэн Николаев работает в Чорапчинском улусе. Глава региона с утра посетил крестьянское хозяйство в Хатылынском наслеге, осмотрел, как организованы сенокосные угодья. Там же руководитель республики провел совещание по вопросам кормозаготовительной кампании в Чорапчинском районе. В селе Харбала Сэн Николаев встретился с семьей Кривошапкиных, участниками пилотного проекта района по развитию семейной экономики. В эти минуты глава находится в Чорапчинской средней школе. Там ему презентуют проект фонда по развитию сельского хозяйства в Улусе. Более подробно о визите Сэна Николаева в Чорапчинский район нам рассказал пресс-секретарь главы Афанасий Ноев. Посетили крестьянско-фермерское хозяйство Михаила Дмитриевича Попова, ознакомились с работой хозяйства, и состоялось совещание о ходе кормозаготовительной кампании в Чорапчинском улусе. И Арсений Сергеевичу проинформировал глава Чорапчинского улуса Андрей Тимофеевич Наговицын, что на сегодняшний день 73% заготовлено сена для хозяйств Чорапчинского улуса. И основные проблемы, которые были затронуты руководителями глав наслегов и хозяйств, это мелиоративные работы и возмещение затрат по транспортировке сена. Кабмин рассмотрел ряд текущих вопросов. Они касаются жизнедеятельности муниципальных образований, бюджетной обеспеченности и социальной поддержки жителей республики. Всего в повестку вошло 10 вопросов. Одним из первых обсудили внесение изменений в закон республики об организации приемных семей для граждан пожилого возраста. Согласно законопроекту, категория граждан, нуждающихся в соцподдержке, будет расширена для инвалидов 1 и 2 группы. А семье, которая соглашается взять на себя ответственность, выплачивается денежное вознаграждение в размере 20 700 рублей. 4 фельдшерских пункта появятся в арктических районах Якутии. Их откроют в рамках нацпроекта здравоохранения, предложенного президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. На сегодняшний день в 3 населенных пунктах Арктики завершено строительство ФАПов в селе Баханай Жиганского района, селе Юкагир Устьянского района и селе Березовка в Среднеколымском улусе. Строительство еще одного фельдшерско-акушерского пункта продолжается в селе Быковский Булунского района.
Кроме того, на базе Среднеколымской центральной больницы планируется организация межрайонного сердечно-сосудистого центра. А в поселке Батагай Верхоянского района будет организован межрайонный многопрофильный медицинский центр. Всего в текущем году на территории республики запланирован ввод 18 ФАПов и врачебных амбулаторий. Тем временем порядка 180 объектов в республике подключили к электросетям за первое полугодие. Об этом сообщает пресс-служба Сахаэнерго. Среди подключенных объектов 75 жилых домов, 2 котельные в Верхнеколымском районе, водонасосная станция в поселке Тикси, ФАП в селе Баханай Жиганского района и 5 пекарен. В настоящее время строят ЛЭП и трансформаторные подстанции для электроснабжения жилых микрорайонов в селе Оленек, в селе Юрунхая Анабарского района, а также в селе Березовка Среднеколымского улуса. До конца года энергетики планируют подключить к электросетям следующие крупные объекты: 5 котельных, спорткомплекс в селе Хану Мамского улуса, детский центр искусств в городе Среднеколымск, детский сад и школу в селе Оленек, а также школу-сад в селе Люксюгун Кобейского улуса. На участке трассы Лена в Нерюнгринском районе ограничат движение транспорта сегодня. Причем причины ограничений связаны с ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор-Лена. Таким образом, участок дороги Невер-Чульман будет перекрыт в течение примерно 1 недели. Ремонт трассы планируют завершить 28 августа. В период проведения работ организуют реверсивное движение. В эти же дни на указанном участке дважды в сутки перемещение машин будет закрыто полностью в связи с ремонтом компенсатора над проезжей частью, говорится в сообщении. Детские сады в Якутске начнут работу после снятия ограничений с соблюдением всех необходимых мер безопасности. По сообщению Управления образования окружной администрации, перед открытием в детсадах проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, очистят систему вентиляции. Ежедневно при входе в здание детского сада будет проводиться утренний фильтр с обязательной бесконтактной термометрией. Кроме того, за каждой группой закрепят отдельный вход в здание. Отмечается, что на территорию детсада родители не будут допускаться без средств индивидуальной защиты. Также исключат объединение воспитанников из разных групп в одну. Рабочая группа правительства республики под руководством исполняющего обязанности зампреда Михаила Никифорова посетила сельхозугодья Татинского района. Встретились с фермерами хозяйств Кискил и Хочо. Обсудили проблемные вопросы. Это заготовка сена, силоса, зерна и строительство сельскохозяйственных объектов. В этом году непростая ситуация складывается с заготовкой сена. Несмотря на засуху, отсутствие дождей и нашествие саранчи, во многих наслегах улуса труженики села прилагают все усилия для заготовки необходимого количества кормов. На сегодняшний день Татинский район уже заготовил практически 92% от плана сена. И это, на мой взгляд, на сегодняшний день это очень хорошо. И еще отрадно то, что хозяйства, которые заготавливают сено, они не собираются в основном закупать сено из других районов. Если будут закупаться сеном, то они в основном будут закупать только внутри улуса. Это нас тоже радует. Вопрос, значит, транспортировки сена внутри улуса, они, конечно, ставят. Мы этот вопрос, естественно, будем рассматривать после кормозаготовительной кампании. С учетом бюджета следующего года мы этот вопрос, естественно, будем рассматривать. Туризм в Амгинском улусе набирает обороты. Якутяне приезжают в районный центр купаться, собирать землянику и делать селфи у цветка сарданы. Помимо этого, для любителей экстремального отдыха на дикой природе существует сплав по реке. В прошлом году молодежная общественная организация «Батыс» выиграла грант главы республики на сумму более 800 тысяч рублей. Средства пойдут на реализацию проекта под названием «Амга. Заветная моя. Цифровая экскурсия». В рамках финансируемого проекта вдоль побережья Амги выставят 15 точек. На них любой желающий с помощью мобильного телефона через QR-код сможет перейти на страницу сайта «Амга. Жемчужина Якутии», а уже на сайте прослушать аудиозапись, посмотреть фото и видеоматериалы. В дальнейшем данный проект будет полезен не только туристам, но и подрастающему поколению. Целью данного проекта является ознакомление культурно-исторического наследия Амгинского улуса с использованием современных технологий, а именно QR-код. В рамках этого проекта 14 участников сплавились по реке Амга и установили 15 QR-кодов. Также будут установлены баннеры в 3 местах амгинского наследия.
В течение недели на одной из центральных улиц Мирного жители наблюдают руины из досок. Здесь сносят ветхое аварийное жилье. А вот на стыке улиц 40 лет Октября и Амосова, наоборот, возвышается новый трехэтажный дом. Его построили как раз для тех, чьи квартиры уже непригодны для проживания. На каком этапе новостройка сейчас и когда дом заселят, узнавала Анна Брянская. Здесь уже все, в принципе, готово под обои. Балкон готово тоже, плитка положена. Вот такая королевская лоджия получается здесь. Королевский балкон – это около 10 квадратных метров, светлые стены и стеклопакет. Прораб Нораир Артынян готов по многоквартирному дому хоть экскурсии водить. В строительстве мужчина давно, чем только не занимался. Сейчас в данный момент в Алмазном садик строим. Строим в Сунтарах садик. Сдали в Ленский садик. То есть в республике везде работаем. О единственном строящемся доме в Мирном на неделе рассказывали несколько СМИ. Алмазный край не исключение. Информация о том, что трехэтажка досталась нынешнему подрядчику от другого, нерадивого, оказалась некорректной. Дом якутская компания строит с нуля уже второй год. Дом с 4 подъездами рассчитан на 71 квартиру. Внутри и снаружи сейчас ведут отделочные работы. Водоснабжение и электричество специалисты провели. Стоимость на сегодняшний день его составляет 320 миллионов рублей. Но в связи с определенными трудностями, которые возникли у нас в 2019 году, связанные там и с растеплением грунтов, и с другими проблемными вопросами, возникли дополнительные объемы работ, которые были запроектированы дополнительно. Сейчас они проходят государственную экспертизу сметной стоимости, и будут дополнительно выполняться. В будущем сюда переедут мирнинцы, которые попали в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, а именно жители домов по Аюнского, Амосова, 40 лет Октября и Комсомольской. Двор рядом с трехэтажкой тоже предусмотрят. На данном участке предусмотрена игровая площадка общей площадью 180 квадратов, а также будет асфальтироваться придомовая территория общей площадью 1128 квадратов с парковочными местами под стоянку автомобилей. А также предусмотрен мусорный сборник. Сдать объект под ключ подрядчик планирует в октябре этого года. Если все оставшиеся работы выполнят в срок, мирнинцы смогут встретить Новый год уже в новых квартирах. Анна Брянская, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.